Народная хореографическая студия «Саптар», базирующаяся в городе Баймак, молодое, перспективное и уже громко заявившее о себе творческое объединение. Так, первый набор в группы состоялся в 2015 году. Сегодня в студии занимается порядка 300 детей в возрасте от 4 до 15 лет, а в творческой копилке коллектива имеются победы на престижных фестивальных площадках. Это победа на международном конкурсе «Туапсе. Морская волна» сразу в 2 номинациях и второе место на Московском международном фестивале «Дэнс Континент». Репертуар танцевального коллектива имеет широкий жанровый диапазон и формируется на основе возрастных интересов его участников. Создавая студию, мы взяли не только одно направление, работаем в народном плане, в эстрадном, стилизованном, чуть захватываем современный танец, актерское мастерство. Радик Бакиров, главный хореограф и отец-основатель студии, рассказывает, что создать свою детскую хореографическую школу мечтал довольно давно. Его цель – объединить вместе всех ребят, открытых творческим идеям студии «Саптар», и подарить им возможность реализовать свои таланты. Так, за короткий срок своего существования в родном Баймаке студия разрослась с 1 до 3 учреждений, на базе которых сегодня проходят занятия саптаровцев. Открылся филиал в селе Тимясово, а начиная с этого учебного года появилась возможность задействовать и сибайские таланты. В этом году решили расширить нашу студию, открыть филиал в городе Сибай при Центре детского творчества. И буквально вчера у нас начались первые уроки. Пока, так как нас, наверное, не знают, и детей пока, так скажем, одна группа набралась, но в дальнейшем надеюсь, что мы покажем свою работу и привлечем детей и будем развивать нашу студию хореография в городе Сибай. Занятия в Сибае проходят на базе Центра детского творчества. Набор в группы продолжается, однако 20 мальчишек и девчонок уже приступили к первым занятиям. Воспитанием юного поколения саптаровцев в нашем городе занимается хореограф-балетмейстер Зифа Дужникова, получившая богатый педагогический опыт в составе Баймакской хореографической школы и целиком опирающаяся в своей сегодняшней практике на богатые традиции танцевального коллектива. В процессе дети должны получить правильную осанку и походку, гибкость, хореографическую подготовку, музыкальное воспитание и общение в здоровом коллективе. С юными артистами из Сибая, говорит педагог, с самого начала складываются особые теплые отношения. Вообще дети очень талантливые. С первого занятия очень такие активные, не скованные дети. Очень хороший материал, то есть из них получится вообще хорошие танцоры, думаю, гибкие. Есть над чем работать. Активное участие в хореографическом процессе будет принимать и главный хореограф объединения Радик Бакиров. Он лично займется постановкой отдельных танцевальных номеров. В ближайшее время планирует организовать на базе Центра детского творчества концерт народной хореографической студии «Саптар» с участием всех групп коллектива и приглашает сибайцев посетить данное мероприятие. Мы решили 7 октября сделать показательный концерт жителям города Сибая, чтобы родители привели своих детей, посмотрели вместе, узнали нас, познакомились с нами. И я думаю, этот наш показательный концерт, он даст какой-то старт для развития в нашей студии в городе Сибай. И я всех жителей города Сибай приглашаю 7 октября, который состоится в Центре детского творчества, в 7 часов вечера посетить наш концерт. Мы будем очень рады. Добро пожаловать! Ринат Музафаров, Руслан Кравцов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.